Сосногорская 4-я школа стала победителем республиканского конкурса среди образовательных организаций, реализующих мероприятия Российского движения школьников. Всего в конкурсе приняло участие 179 школ из 19 муниципалитетов республики. В копилке нашей школы участие в проектах Российского движения школьников, в акциях и днях единых действий. Мои подопечные, наши активисты Российского движения школьников являлись победителями проектов. 4-я школа является участником Российского движения школьников с 2016 года. Это дает ребятам большие возможности для раскрытия талантов и определения путей профессионального развития. Мне нравится работать в команде, мы всегда все вместе сплоченные. Мне нравится отвечать на всякие опросы, помогать людям, участвовать во всяких акциях. В РДШ я участвую в различных конкурсах. Также с помощью этих конкурсов я могу ездить на всякие слеты, также мероприятия. Участвую, я могу выиграть какие-то призы, то есть тоже дает какую-то пользу. Пользу еще дает это мне в развитии, в саморазвитии я развиваюсь так. Тоже, как Маша сказала, упомянула, я участвую в команде, то есть это сплоченность. В копилке образовательной организации участие и победы в многочисленных проектах, конкурсах и фестивалях. В прошлом учебном году учащиеся школы впервые побывали на всероссийском конкурсе «Большая перемена». В РДШ я с 2019 года. Наталья Вадимовна мне посоветовала, мне понравилось. Вот, все, я так пошло-поехало. Участвуем в конкурсах. Если в конкурсе выиграли, то поехали на какой-нибудь съезд, большой школьный пикник в Москве, на Зимфест в Республике Коми. На сегодняшний день в РДШ состоят более 80 учащихся 4-й школы. В настоящий момент в образовательном учреждении реализуются 2 проекта, в том числе спектакль для мамы, который завершится представлением для прекрасной половины Сосногорска в конце ноября. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре Коми и национальных культур прошло детское мероприятие, посвященное деревянным ложкам и их применению на Руси. Гостями стали ученики 1 и 2 классов школы номер 3. Они посетили центр впервые в рамках школьной площадки. Ложки издавна служат музыкальным инструментом. Об этом ребятам рассказал сосногорский музыкант Анатолий Савин. Еще в 4 года он взял в руки гармошку. С тех пор, по примеру отца, самостоятельно научился играть на многих инструментах. На ложках можно играть буквально в любой композиции, поскольку это элемент именно той самой перкуссии, о которой я сейчас ребятам рассказывал. Тут самое главное – ритм. Если правильно сделать ложку, их можно разделить даже по тональности. И тогда одна звучит, допустим, пониже, другая повыше. Анатолий Анатольевич отметил, что инструмент можно сделать даже из подручных средств. Например, из упаковки, из-под соли. Он пригласил детей помочь ему исполнить композицию. Свои способности к творчеству школьники смогли проявить и во время конкурсов. Например, им предложили придумать оформление для деревянной ложки, нарисованной на бумаге, и раскрасить ее. Наши мероприятия направлены на развитие интереса у детей и молодежи к русским народным традициям, народным промыслам, вовлечение их в русскую народную культуру. Также мы проводили конкурс «Раскрасил ложку», где дети активно участвовали, раскрашивали в русском стиле, и роспись была под хохлому. Первый визит в Центр Коми и национальных культур запомнился ребятам и оставил самые приятные впечатления. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На компенсацию фактически произведенных расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации отечественного производства имеют право граждане, проживающие на территории Республики Коми и нуждающиеся в средствах реабилитации по медицинским показаниям, не являющиеся инвалидами. Компенсации подлежат следующий перечень видов средств реабилитации. Это протезно-ортопедические изделия, такие как корсеты ортопедические, жесткой фиксации, взрослые и детские, головодержатели жесткой фиксации, корсет функционально корректирующий, ортезы – это аппараты и туторы верхних и нижних конечностей, экзопротез молочной грудной железы и 2 бюстгальтера к нему, сложная ортопедическая обувь, как взрослая, так и детская.
Эта обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями двигательной функции, преимущественно с индивидуальными параметрами изготовления. То есть такую обувь приобрести в обычных магазинах нельзя. Она изготавливается индивидуально по слепкам. Средства передвижения, такие как ходунки, опорная трость, костыли, протез глазного яблока, слуховые аппараты. Важно учесть, что слуховые аппараты возмещаются как бы 2 штуки на оба уха, на правое и на левое. Срок пользования средств реабилитации в основном не менее 1 года, но, например, у ходунков трости это 2 года, а за слуховым аппаратом можно обратиться по истечении 4 лет с даты подачи последнего заявления. Компенсации выплачиваются в размере фактических произведенных расходов, но не более установленного правительством Республики Коми предельного размера компенсации за конкретный вид средств реабилитации. Срок пользования начисляется с даты предоставления гражданином заявлений и документов. Для назначения компенсации необходимо представить: первое – паспорт, второе – свидетельство о рождении, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Это для детей до 14 лет. Третье – документ, оформленный в установленном законодательном порядке, подтверждающий факт оплаты не ранее 1 июля 2015 года расходов на стоимость средств реабилитации. Это может быть как кассовый чек, бланк строгой отчетности, квитанция, приходный кассовый ордер, почтовый или телеграфный перевод или выписка кредитной организации. Четвертое. Товарный чек, выданный организацией, видом экономической деятельности которой является торговля розничной изделиями, применяемыми в медицинских целях, и ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. Товарный чек должен быть оформлен в установленном законодательством порядке с указаниями наименования организации, полного наименования, вид, модель и количество приобретаемых средств реабилитации, оплаченной суммы и даты покупки. И пятое – документ, содержащий сведения о месте нахождения организации-производителя и месте изготовления средств реабилитации. Это копия регистрационного удостоверения и сертификат соответствия. Для назначения за компенсации граждане могут обращаться в Центр соцзащиты населения города Сосногорска по адресу улица Гоголя, дом 9, телефон для справок 66018 или в МФЦ.